Ваххабизм везде, и в Татарии, и в нашем регионе. Какая-нибудь борьба ведется, какие-нибудь религиозные деятели объясняют населению, нет результата. Хороший вопрос, сразу к теме. Действительно, к сожалению, это течение распространяется, и очень много времени духовные лидеры даже вообще отрицали существование такого течения. Они говорили, нет ваххабизма, нет, это придумали, это выдумки средств массовой информации, по телевидению говорят про ваххабитов. На самом деле их не существует. Мол, это обычные мусульмане такие, которые соблюдают, поэтому их не любят из-за этого соблюдения. На самом деле такое понятие существует, на арабском языке оно тоже есть, аль-ваххабия называется. За историю существования этого течения написано более 100 книг учеными, как оно появилось. Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, который является основателем этой секты, как он появился, с момента его появления, первым человеком, который написал опровержение против этого человека, был его брат. Собственный брат Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба Сулейман, он написал первое опровержение на ваххабитов, собственный брат основателя этого течения. И с этого времени это понятие ваххабия, аль-ваххабия, оно было в исламском мире, существует, поэтому его никто не придумывал. И есть, я видел список книг, более 100 книг, там именно слово аль-ваххабия на арабском языке употребляется. Поэтому это течение существует. Оно появилось в Саудовской Аравии, на территории современной Саудовской Аравии, тогда не было, тогда был это исламский халифат, под поддержкой английских спецслужб, британских спецслужб, которые были главными врагами ислама всегда, они хотели развалить османский халифат. И они поддерживали арабский национализм против турок, против османов, и различные секты, задача которых была отделиться от исламского халифата, создать свои независимые государства. Отличительной чертой этого течения являются некоторые вопросы, которые они собрали, объединили, такой клубок убеждений получился. Самое главное их заблуждение лежит в основе их вероубеждения, в основе того, как они верят в Аллаха. То есть, как они верят в Аллаха. Аллаха они верят как некое тело, которое находится над небесами, наверху, у которого есть руки, обе эти руки правые, у которого есть 2 глаза, у которого есть пальцы, который перемещается, спускается, который может сесть даже на спинку комара. Это не я придумал, это каждое это слово, которое я произнес, оно пишется в их книгах. Мы же верим в Аллаха, который ни на что не похож, который был до сотворения небес и земли, который не изменяется, которого нельзя представить, который не описан тем, чем описаны мы. То есть у нас есть рука, у Аллаха руки не может быть. У нас есть глаза, у Аллаха глаза не может быть. У нас есть дети, у Аллаха не может быть детей. Вот это наше убеждение, этим мы отличаемся от других сект, от других течений. Они в этом противоречат. Это самое главное, то, в чем у нас противоречие с ними. Именно как они верят в Аллаха. Второе, отличительной их чертой было то, что они начали обвинять в неверии всех, кто с ними не соглашался. Ты что-то не так делаешь, кафир. Ты что-то не так делаешь, кафир. Ты на нас чем-то не похож, кафир. Поэтому они дозволяли кровь мусульман. Они штурмом брали Мекку, они штурмом брали Медину. Они вырезали паломников, которые совершали хадж, которые не поддерживали их убеждений. Убивали мусульман, разоряли города. Это история, это не выдумки кого-то, это исторические факты. Они воевали с войском халифа, османского султана. Любой, кто воюет с султаном, он является бунтовщиком, баги. Этих людей нужно схватить и наказать. Они являются бунт против исламского правителя, это большой грех. Большой грех. Поэтому все этими правдами, неправдами они распространяли свое течение. Когда османский халифат был, их усмирили. Их загнали в пустыни. Это было убеждение такой группы бедуинов. Потом, когда исламский халифат разрушился, османский халифат перестал существовать, английские спецслужбы заключили договор с этими правящими родами этих ваххабитов, и создалось государство современной Саудовской Аравии. И с момента существования этого государства, когда в 70-е годы цены на нефть резко увеличились, у них появились деньги, они свои убеждения начали распространять. До этого времени в исламском мире не было этой заразы. Не было заразы. Весь исламский мир, если мы возьмем от Китая, то до Магриба, до Марокко, все там следовали мазхабу. Все следовали мазхабу. У всех была одна акида, у всех было одно вероубеждение, что Аллах это не тело, не занимает место.
Все признавали, что суфизм является законной частью ислама, тот, который соответствует шариату. Суфизм бывает разный, который соответствует шариату, который не соответствует шариату. Который соответствует шариату — это законная часть ислама. И разные такие вот моменты были едины среди мусульман всегда. Когда у этих людей появились деньги, они начали приглашать молодых людей из тех стран, где очень ослабло знание ислама. Было много невежества в отношении ислама. Молодых людей стали приглашать, они стали возвращаться к себе на родину, стали говорить своим отцам и дедам, что вы неправильно намаз делаете, что вы молиться не умеете, что у вас неправильное вероубеждение, вы не знали ислам. Вот мы вам принесли чистый ислам, чистый, свободный от новшеств и так далее. И вот в исламском мире начала распространяться в массовом порядке эта смута. После того, как у этого режима появились деньги. И поэтому во всех регионах, куда бы мы ни посмотрели, везде есть эта смута с ваххабитами, как она есть у нас. Как она у нас есть. Просто мы с начала 90-х не могли даже понять, многие признать, что это вообще проблема, что это вообще есть такое течение. Люди говорят, это выдумка, этого нету. На самом деле есть, и если бы это было в России выдумка, то на арабском такого бы слова не существовало. Аль-Вахабия, это есть на арабском языке такое слово. Поэтому это не выдумка, это факт, с которым мы должны столкнуться. Работа какая ведется, главное, то, на чем паразитирует вот это течение, и главная питательная среда — это наше невежество. Наше невежество в отношении нашей религии. Они спекулируют на очень примитивных вопросах, там, следовать мазхабу, не следовать мазхабу, там, это на самом деле простые вопросы в шариате. Но из-за нашего невежества и то, что мы не можем дать нормальный ответ, вот это течение распространяется. Поэтому мы должны понять, что это общая проблема, что люди искажают нашу религию, люди отводят нас от пути пророка, от пути большинства этой общины и вводят в заблуждение. Если мы не будем совместно с этим бороться, то это приведет к тому, что наши внуки будут нас считать кафирами всех. Что, в общем, и есть уже. Уже есть, что мой отец не читает намазом кафир, его можно убить, его кровь халяль, кровь неверных, там, их можно убить, их имущество можно забрать, можно заниматься грабежом, бандитизмом. Это уже есть. Но это есть еще не в таком массовом порядке. Если мы не примем меры по борьбе с этим, то уже вот на этих территориях будут жить уже люди, которые будут говорить про нас: альхамдулилля, мы приняли ислам, наши предки были язычниками. Вот они так будут про нас всех говорить, ибо они нас считают неверными, кафирами. Они могут это не говорить в лицо нам, они могут говорить: мы мусульмане, мы братья, туда-сюда, там, как они любят говорить, но за спиной говорит, будет, он там новшество делает, он ширк делает, он многобожник, он неправильно в Аллаха верует, у него неправильная акида и так далее. Поэтому они обычных мусульман будут считать неверными, кафирами, хоть они и в лицо это не говорят. В начале 90-х говорили в лицо, говорили: ты кафир, ты мушрик. Сейчас положение изменилось, они поняли, что это течение уже признано как существующее, они заняли более мягкие позиции. Уже не так явно говорят про куфр, не так явно обвиняют в неверии, но они как течение не изменились. Поэтому нужно быть очень бдительными, это течение очень опасно. Где бы оно ни появлялось, всегда приходит война, убийство, взрывы, терроризм и все такое. Ибо это течение возникло так, на крови мусульман, на крови мусульман. Их лозунги борьба с неверными, на самом деле их суть борьба с мусульманами, с исламом. Если мы посмотрим, сравним количество жертв от этой деятельности этих людей среди мусульман и среди немусульман, убитых мусульман будет во много раз больше. Если они говорят, что они воюют с неверными, почему их больше всего мусульман убили? Потому что мусульмане сегодняшние для них тоже неверные. Тоже неверные, чью кровь можно дозволить и чье имущество можно дозволить. Поэтому это опасное именно течение. Не просто здесь идеология, да, вот у нас такое убеждение, у них другое убеждение, и вот разные мнения, или мы не признаем просто другое мнение. Здесь дело не в мнении, дело в том, что они нас считают неверными. И считают тот путь, которым следуют наши предки, следуя мазхабу, следуя там акиде, убеждению мусульман, что это неправильный путь, это путь искажения религии. Поэтому для них мы вот в таком заблуждении находимся. Поэтому, то есть если они очень активны, у них есть финансовая подпитка из различных арабских фондов, и если мы ничего не будем делать, то они будут распространяться. И так уже распространены. У нас имеется по всей России муфтии.
каждом регионе, в каждом районе, в каждой области муфти есть. Если имамы высшей квалификации, кто-нибудь ходит, распространяет вот, или поговаривает, вот имамов собрать, вот с этих регионов, с ними собеседование проводить, чтобы они шли по правильному пути. К сожалению, многие имамы, даже которые работают в муфтияте, они либо с симпатиями начинают относиться к этому течению, либо не признают, что это течение существует, либо не хотят почему-то с ним бороться. Это очень, очень серьезный момент. Почему? Потому что имам или тот человек, который руководит джамаатом, тот человек, который стоит в руководстве джамаата, на нем лежит колоссальная ответственность перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. И за каждого человека в своем джамаате, который оступился, которому он не сделал наставления, он будет отвечать перед Аллахом. Поэтому любой человек, который там занимает пост имама мечети или какую-то такую официальную должность занимает, он должен всегда это знать, что на нем лежит колоссальная ответственность. Дело не в том, чтобы он провел намаз, прочитал тазбих и ушел. Его задача наставлять джамаат, смотреть, какие проблемы, какие секты, ограждать джамаат, помогать им. И если это его основная задача, имама, руководство. Имам — это руководитель, стоящий впереди, тот, кто заботится о своем джамаате, особенно в наше время. В исламском мире, когда был халифат, не было проблем. Был исламский правитель, возникал какой-то сектант, его сразу сажали в тюрьму. Моментально сажали в тюрьму. Казы были, да? Да, казы были, они моментально сажали в тюрьму. Поэтому этих ваххабитов, их казнил султан. Когда одного из лидеров ваххабитов поймали, султан тогдашний, он не поверил, что такие люди есть, которые говорят «Аллах на небе». Он говорит, я не верю, говорит, покажите мне его. Этого привели бедуина в оковах, и он сказал, казните его. Исламский правитель, султан, он сказал, казните его. И его казнили. Сейчас такого нету, сейчас может каждый все что угодно говорить, и поэтому мы должны о себе заботиться. Мы не должны думать, что кто-то о нас позаботится, кто-то что-то сделает. Мы должны понять, что если мы не сделаем, никто не сделает. Поэтому на самом джамате тоже ответственность лежит. Именно в противодействии с сектами. Может, вот эта американская демократия влияет в России? Влияет, конечно. Поэтому эти саудовские короли, самые большие друзья, это Буши, вот эти американские президенты, представители вот этих нефтяных корпораций, они самые большие друзья Саудовской Аравии. Поэтому они не считают ваххабизм заблуждением, американцы, и активно способствуют его распространению. Поэтому, безусловно, есть связи с этим. Но мы не должны говорить виноваты те, виноваты эти. Не важно, кто виноват, важно, что мы должны этому противодействовать. Это очень важно.